Коми проходят конференции Коми народа. Юбилейные, кстати. 20 лет назад представители Коми народа решили таким образом консолидировать свои силы с целью выявления и, главное, последующего решения проблемных вопросов титульной нации республики. Спектр тем для обсуждения необычайно широк и постоянно пополняется новыми аспектами. Что в центре внимания Коми общественности в этом году, расскажет Виктория Палкина. 21 площадка, сотни участников и десятки острых вопросов. Очередной цикл конференции Коми народа стартовал в Усинске. Дальше Эжва, Троицко-Печорск, Инта, Усть-Цильма, Сыктывдин. На последней конференции обсудили туристические перспективы сельских районов. В том же Сыктывдинском районе сегодня разработано 12 турмаршрутов. Правда, активны пока только 7. Один из них в райцентре. На старте спортивной и в то же время экологической тропы Пера-Богатырь и Эгморт. В Коми-эпосе репутация у них, конечно, разная, а вот популярны они одинаково. Деревянные 5-метровые фигуры специально для этого проекта сделал местный народный умелец. Здесь он будет интересен и с точки зрения краеведения, и с точки зрения экологического просвещения, и с точки зрения просто здорового образа жизни. То есть с применением лыжного спорта, хоть летом походить. Вот только тормозит развитие туризма состояние дорог. Это уже лейтмотив всех конференций Коми народа. Понятно, что обсуждать такие серьезные проблемы получается только с представителями исполнительной власти. Они конференции не пропускают. Успевают еще и личные приемы проводить. Такой формат уже оценили жители сельских районов. Конференция Коми народа – это все-таки особая площадка, на которой, как правило, поднимаются самые острые вопросы населения на определенной территории, там, где это проходит. И выступают те люди, которые на других площадках не приходят, на других площадках не выступают. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот формат конференции, он насыщенный и интересный каждый год, по крайней мере, в нашем районе проходит. И те вопросы, которые в резолюции конференции выходят, они относятся не только к районной или к сельской власти, но и, как правило, обращены к республиканским властям. И хорошо видеть и слышать, что те решения, которые в конференциях указываются, они претворяются в жизнь. Может быть, не все, конечно, но какие-то вопросы продвигать удается. Среди таких сложных вопрос взаимодействия с крупными промышленниками, которые работают в районах. В том же Усть-Куломском в рамках соцпартнерства с лесозаготовителями удается реконструировать фермы. Власти района, правда, решили сменить направление финансовой помощи местным аграриям. Несмотря на все трудности, которые сегодня имеются, все-таки Усть-Куломский район, хоть и южный район республики, но климатические условия тоже достаточно сложные. Многое зависит от природных факторов, но тем не менее мы сегодня смотрим в будущее с уверенностью. У нас ряд кооперативов, которые сегодня дают хорошие показатели, строят планы на будущее. Так, в частности, СПК Помоздино сегодня проводит строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота. Сегодня конструкции уже монтируются. Мы надеемся, что в следующем году мы эту ферму сможем ввести в эксплуатацию. Декабрь станет самым напряженным месяцем для активистов Коми-Войтер. Результатом всех конференций станет резолюция. В свою очередь, уже она будет сценарием работы на будущий год для самого крупного общественного движения региона. Итак, сегодня в студии «Детали дня» заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов и председатель движения Коми-Войтер Алексей Габов. Уважаемые гости, в данном случае, наверное, Буррыт. И сразу приступим. Я, насколько понимаю, более трети конференций, которые запланированы в этом году, уже позади. Насколько они активно проходят и насколько актуальны те вопросы, которые поднимаются? Буррыт, Станис Латьянович Буррыт. На самом деле, как уже было и сказано о том, что 100% всех проблем решить нереально, но, по крайней мере, огромное количество, и как показывает практика на протяжении многих лет, очень много вопросов решалось благодаря только конференциям Коми народа. Потому что появляется огромнейшая возможность непосредственно в сельских поселениях увидеть глав республики Коми, правительства республики Коми, министерств. С министерства разные приезжают, или сами министры, или заместительные. Но, по крайней мере, реально видят всю картину, которая происходит на местах, на селе. И задаются вопросы именно те, которые беспокоят именно местных жителей, которые проживают в том или ином районе. Вот в разрезе деятельности Министерства национальной политики, насколько важна деятельность конференции Коми народа?
Она, несомненно, важна, потому что у нас в настоящее время очень много общественных институтов. Но конференции Коминарода, они показывают и показывали, и будут показывать именно свою важность в решении социально-экономических проблем, именно в постановке каких-то задач, каких-то вопросов, поднятии этих, иногда, может быть, и каких-то не совсем простых проблем. Иногда даже поднимаются такие простые вопросы, которые местная власть или там какая-то, может, какие-то там организации не спешат исполнять. Поэтому эти вопросы они необходимо поднимать. И то, что Коми-народ, ключевой народ, скажем так, Республики Коми, он поднимает эти вопросы, это очень важно. Ну и самое главное, одно из самых главных, то, что на конференции Коми-народа поднимают вопросы не только представители Коми-народа, это открытые площадки. Там присутствуют и другие представители других национальностей. И Алексей Иванович не даст соврать, что это открытая площадка. И любой активный гражданин, несмотря на свою национальную принадлежность, он может там обозначить те или иные проблемы, обратиться к представителям органов исполнительной власти, к представителям муниципальных образований, к депутатам Государственного совета, к местным депутатам муниципальных образований и эти вопросы постараться там решить. На это неоднократно обращал внимание наш президент Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что активность населения прежде всего, то есть активное население должно поднимать проблемы, вопросы, и во многом благодаря активности населения, активности простых жителей, сел, поселков, городов, это все решается. Пожалуй, самая активная из уже прошедших конференций, это была конференция в Сыктывдинском районе, которая прошла, здесь обсуждали туристические перспективы. Ближайший сосед Сыктывкара уверен, именно туризм – это одно из самых перспективных направлений для этого сельского муниципалитета. Как именно здесь собираются привлекать туристов, мы обсудим сейчас с главой Шошки Людмилой Огневой. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, уважаемые телезрители. Рада вас слышать. А вот положа руку на сердце, скажите, вот как вы объективно оцениваете туристические перспективы Шошки? Ну, можно сказать, отметить особо, что село Шошка расположено недалеко от города Сыктывкара, это всего 40 километров. Село в этом году отметило 432 года. И, безусловно, за этот период у села уникальная история. Очень много известных и выдающихся людей, выходцы из села Шошка, деревни Градар. Замечательные пейзажи у нас, свежий воздух и, конечно, гостеприимный Коми-народ. Восстанавливается храм Архангела Михаила на нашей территории 1848 года постройки. И как раз-таки на конференции, которая прошла в поселке Нюхчем, районная конференция Коми-народа, был представитель от нашего села, это настоятель храма, отец Виктор. И как раз-таки он рассказывал про одно из таких туристических направлений, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, могу сказать, что вопрос развития туризма в Шошке еще только зарождается, начинается это направление. Очень много у нас идей, и вот такие две – это туристический продукт, как Шошка православная, и событийный туризм. То есть это и встреча гостей, это история села, рассказать о культуре села. И событийный туризм – это как раз вот празднование, например, юбилейного дня села, какие-то крупные мероприятия, фестивали, спортивные мероприятия крупные. То есть вот в этом направлении посмотреть. Но проблемы есть, безусловно. Самое главное, наверное, это человеческий фактор. Нет пока такого человека, который возьмет в свои руки и полностью организует этот маршрут, то есть от сопровождения до размещения гостей, какой-то гостевой дом нужно будет организовать. То есть пока инфраструктура не готова, да? Да, и если говорить о инфраструктуре, я как глава поселения, как хозяйственник могу сказать, что проблема у нас есть не только в селе Шошка, это в других населенных пунктах, это, конечно, наша улично-дорожная сеть, и тут проблема пока то, что законодательно улично-дорожная сеть у нас нигде не закреплена, не можем ее привести в порядок. То есть финансово никаких подкреплений финансового нет в бюджете. Конечно, не хочется, чтобы туристы, извините, переломали ноги, гуляя у нас по территории. А вопрос вот этот тоже проблемный. Ну и вопрос, это экологическая обстановка для сельского поселения Шошка тоже актуален. Это карьеры вокруг населенных пунктов не рекультивированы. Ну, конечно, нужно это все сохранять, благоустраивать, чтобы людям было что показать. Ну и, безусловно, это наши дети растут в этом селе. И, конечно, хочется, чтобы они здесь в экологической, благоприятной обстановке у нас росли
Ну и, соответственно, гости, чтобы приезжали и радовали. Ясно. Спасибо большое. Мы надеемся, что найдется, может быть, и не один человек, который возьмется за это сложное и серьезное, и нужное, самое главное, дело. Чем можно помочь Шошке? Я думаю, что на сегодняшний день самое главное – это все-таки найти, как вы правильно сказали, предприимчивых людей, которые готовы двигаться, потому что вот посмотрите, как за последнее время меняется изменение к культуре, к коми-культуре в том числе. Буквально лет 15 назад, наверное, никто не обращал внимания, чем сейчас занимается Зарнипас. Обратите внимание, какие красивые вещи они изготавливают. Они вышли уже не только на республиканский уровень, но и выше. Это сувенирная продукция. Конечно, конечно. Посмотрите, Югутарт, чем занимается. Светлана, она вяжет замечательные, прекрасные вещи с коми-национальным орнаментом. Где они разместили свой цех? В поселке Аджером, который находится в 50 километрах от города Сыктывкара. Поэтому такие примеры уже есть, и я вам могу сказать, что та же Светлана, она не разговаривает на коми-языке, но она очень любит коми-культуру, коми-край, и, соответственно, она всем своим примером показывает, как нужно относиться к родной нашей любимой земле. Аналогичная ситуация, я думаю, что в каждом населенном пункте есть такие же люди предприимчивые. Другой вопрос, что Коми-Войтер проводит на исполкомах. В этом году мы проводили обучение членов исполкома. Мы также можем приглашали, вернее, всех представителей из каждого муниципалитета. Проводили обучение по правильной подготовке проектов, которые бы потом выигрывали грантовые поддержки. Именно для предпринимателей, для общественников. На сегодняшний день грантовая поддержка очень развита, и вот именно через грантовые поддержки нужно именно делать и выходить с такими проектами на селе. Что правительство Российской Федерации, что правительство Республики Коми на сегодняшний день поддерживает такие гранты, и я думаю, что именно так нужно. А Коми-Войтеру без проблем мы еще раз соберем, еще раз проведем обучение. Мы не сомневаемся, что эта работа будет продолжена в положительном ключе. Первая конференция, она была в Усинске, если я все правильно помню, и она была посвящена итогам исполнения решений прошлогодней конференции. Вот как можно оценить ее? Знаете, очень коротко, есть две оценки. Это удовлетворительно или неудовлетворительно. Конференция на самом деле признала работу и Коми-Войтер. Вы знаете, прекрасно понимаете, что резолюция, она не только заставляет работать власть, да, или требования какие-то выдвигает, но в том числе на любой конференции делается совместный план работы с администрацией. Те или иные мероприятия. И я вам могу сказать, что из где-то 40% в общей сложности было выполнено резолюции, которые ставились в прошлом году проблематичными. Это около 40% было выполнено. Ну, довольно-таки неплохое процентное соотношение, позволю себе оценочное мнение. Вячеслав Васильевич, вопрос следующего толка. Миннац как-то контролирует выполнение решений и должен ли контролировать? Несомненно, мы контролируем, но не только Министерство национальной политики, но и правительство Республики Коми. И Сергей Анатольевич Гапликов, глава Республики Коми, они в курсе тех проблем, тех вопросов, которые поднимают наши общественники, наши активисты. И по итогам всех конференций мы делаем общий свод, перечень вопросов и проблем, которые утверждаются первым заместителем председателя правительства Ларисой Владимировной Максимовой. И по итогам она держит на постоянном контроле. И весь этот перечень проблем и вопросов, которые относятся к органам исполнительной власти Республики Коми, он является обязательным для исполнения всех министерств и ведомств Республики Коми. Поэтому тут даже вопрос не стоит. То есть все вопросы, которые поднимаются, проблемы, они, несомненно, решаются. И в дальнейшем ежеквартально мы собираем информацию со всех ведомств, министерств и доводим эту информацию до Коми-Войтера, до членов исполкома, до всех представительств в городах и районах. И они уже смотрят, видя, скажем так, практически в онлайн-режиме, как все это реализуется на практике. Я понял. Скажите, пожалуйста, есть ли вопрос, или может быть даже вопросы, которые остаются злободневными из года в год? То есть они перетекают из года в год, не получается их решить?
Я бы не так сказал, если вот взять всю историю конференций, которые проводятся у нас уже в Республике Коми. Однозначно, если поднять вопрос о том, есть ли те, скажем, вопросы, которые поднимались 20 лет назад, и те, которые поднимаются сейчас, они до сих пор нерешенные, я думаю, практически таких не найдешь. Время идет, время... Невозможно решить все сегодня и сразу, но решается поэтапно. Вот представим себе, если необходимо сделать дорогу и поднимался вопрос до той же Печоры, да, и очень часто поднимали ижемцы этот вопрос, что нету асфальтированной дороги и так далее, то на протяжении, как говорится, вода камень точит. И на каждой конференции вроде бы поднимался этот вопрос, и в Печоре поднимался этот вопрос, что необходима дорога и так далее. И вот смотрите, ведь на самом деле как бы все-таки добились, и правительство услышит, и идут навстречу, что необходимо и правильные вопросы поднимает местное население. И непосредственно конференциям Коми-Войтера. И та же самая дорога уже практически достроена до Печоры. Это вот один из таких... Я думаю, что на сегодняшний день уже не осталось таких вопросов, которые поднимались 20 лет назад. Системных проблемных вопросов уже нет. Я не вижу таких, которые бы поднимались в течение 20 лет. Это очень приятно слышать. Одной из тем конференции был вопрос сохранения и развития национальных именно языков. Подчеркиваю, не просто коми языка, а национальных языков. В Троицко-Печорске, по-моему, конференция проходила. И с нами на связи руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин. Илья Владимирович, здравствуйте. Да, Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Иванович, Вячеслав Алексеевич. Ну и расскажите, пожалуйста, вот по-вашему, насколько активно прошла конференция у вас? Ну, конференция Коми народа традиционно у нас проходит достаточно активно и, как правило, не ограничивается заданной повесткой. Тема этого года – сохранение и развитие государственных языков Республики Коми на территории нашего района. Тематика была рассмотрена через призму преподавания коми-языка, предметов этнокультурной направленности в образовательных организациях, проведение культурно-массовых спортивных мероприятий. Работу мы выстроили в секционном формате. Делегаты и участники работали в 3 группах с подготовкой предложений по заданным направлениям. На конференции был обобщен опыт работы наших дошкольных учреждений по изучению коми-языка. Также было предложено сохранить накопленный опыт и результаты по преемственности изучения языка в наших образовательных организациях района. Если говорить о тех конкретных предложениях, которые поступили, которые были отражены в резолюции, делегатами было поддержано предложение о сохранении традиции проведения культурно-массовых мероприятий на 2 государственных языках в наших коми-деревнях. Это республиканский праздник, знаменитый праздник охотников деревни Еремеево, в Большой Соеве, мероприятие в Покче. По линии физкультуры и спорта гонки на охотничьих лыжах проводить в соответствии с теми требованиями официальных спортивных соревнований с включением элементов северного многоборья. Предложено рассмотреть возможность включения в образовательную программу «Физическая культура», это со 2 класса, национального компонента, знакомство с таким видом спорта, как северное многоборье. Помимо этого были озвучены вопросы по линии здравоохранения, транспортного сообщения, дорожного строительства, что также нашло отражение в резолюции 29-й районной конференции. И уже по результатам подготовленной резолюции мы 15 числа собираем в администрации района круглый стол по вопросам здравоохранения, и поэтому приглашаю всех наших жителей поучаствовать в этом мероприятии. Звучит более чем солидно. Спасибо, работы у вас много впереди, удачи вам в ней. Ну а прямо сейчас мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. На телеканале «Юрган» продолжаются детали дня. В этой студии сегодня заместитель министра национальной политики республики Вячеслав Попов и председатель движения Коми-Войтера Алексей Габов. Мы обсуждаем тему проходящих нынче конференций, коми-конференций, так называемых нынче. И мы остановились на вопросе изучения коми-языка. Как мы только что слышали, в Троицко-Печорском районе все в порядке и уже сейчас, и в дальнейшем, видимо, продолжают
собираюсь продолжать в том же духе. Теперь насчет Усть-Цильмской конференции я хотел бы вас спросить. Там говорили о развитии территорий. Какие перспективы в этом направлении у нас есть? На самом деле, я бы хотел сказать, обобщить, наверное, не только Усть-Цильму. На сегодняшний день ситуация происходит таким образом, что район, во-первых, у нас крайний север, да, и в любом муниципальном образовании любой житель, который проживает, он видит необходимость создания рабочих мест. Он видит о том, что необходимо, и в том числе, естественно, в Усть-Цильме, очень красивый район, очень красивые места, замечательные, просто прекрасные. О создании оздоровительного комплекса там поднимался вопрос. И вы прекрасно понимаете, что если бы в Усть-Цильме именно бы продолжилось строительство, то это создание рабочих мест, это привлечение молодежи, это будущее, это есть вид и взгляд на завтрашний день. Аналогичная ситуация и по, наверное, туристическому такому же направлению в Усть-Цильме. Поэтому перспективы есть, и о них нужно говорить. И как мы уже говорили ранее, о том, что вода камень точит. И, естественно, за 1 год те проблемы, которые поднялись в Усть-Цильме, их не решить. Но нужно к этому стремиться, и нужно каждый год хотя бы поэтапно и понимать, что в этом году мы там закладываем определенную сумму, на следующий год еще какую-то определенную сумму. Естественно, совместно с исполнительной властью, совместно с законодательной властью. И все решаемо, все это возможно. Поступательная работа, но она идет, это самое главное. У конференции Коми народа есть такая география, даже своя. Идут они, скажем, условно, с севера на юг. Усинск, Воркута, Инту уже отработали. Крупные города Сыктывкар-Ухта обычно замыкают цикл. В Приполярье, к примеру, в этом году обсуждали инфраструктуру села. Традиционно в итоговых интинских резолюциях значились 3 проблемы – связь, дороги и транспорт. Интернет наконец-то дошел до отдаленных поселков. Переговоры с РЖД завершились успешно, правда, не по всем позициям. Восстановлено лишь пригородное сообщение. А вот на станции Абись железнодорожники не спешат оборудовать багажную станцию. Обо всех своих проблемах жители приполярных поселков рассказали даже до конференции Коми народа. Перед конференцией идет большая работа. Организовываются сходы на селах. То есть жители выражают свое отношение, обозначают болевые точки. И вот уже на конференции делегаты доносят это до власти. Потому что понятно, что решать это нужно всем вместе. Нет. Вячеслав Васильевич, как с РЖД вообще в этом ключе строится работа? С РЖД? Да. Ну, у нас Коми Войтер активно всегда обращается, в том числе и к российским железным дорогам. Все проблемы, которые поднимаются и где железная дорога проходит, и есть определенные проблемы, связанные с пассажирскими перевозками, с багажными какими-то проблемами, то, что багаж. Ну, вот вот как, да, да. есть. Это все, вот именно та резолюция, которая будет уже сформирована после конференции в городе Инта, она до нас придет, и мы, естественно, в адрес российских железных дорог обратимся с тем, и по линии Коми Войтер пойдет, и от имени правительства Республики Коми тоже пойдет, скажем так, обращение, чтобы постараться решить эту проблему. И будем совместно, органы исполнительной власти и общественность, будем эти проблемы держать, скажем так, руку на пульсе и стараться их решать. То есть это все не все так просто, как, может быть, покажется, да, потому что там и какие-то финансовые составляющие, да, и они терпят убытки, но в любом случае эти проблемы, мы их не замалчиваем, и мы их доводим до руководства и решаем их по мере, скажем так, возможностей. Я бы хотел, наверное, здесь добавить единственное, что элементарно, если взять историю работы с РЖД, Коми Войтера, мы в Эжве поднимали постоянно, на протяжении 3 лет поднимали проблему состояния железнодорожного станции в Эжве. Вы прекрасно помните, в каком она была состоянии. И благодаря вот именно этим конференциям, обращениям вместе исполнительной властью, вы видите, сейчас там передача произошла все-таки этого помещения, оно было в принципе
заброшенное, и никто им не пользовался. Сегодня уже очень приятно даже выходить и заходить на станцию Эжва. По Абизе могу сказать таким образом, что рассматривались и пытались решить вопрос именно с проходящими поездами дальнего следования. Это Москва, Воркута и Багажку именно здесь. Мы на конференции в Инте предложили решение данного вопроса. Еще и есть поезда, которые местного назначения. Это Печора, Воркута, где дольше стоят железнодорожные поезда. И поэтому вполне возможно и по другому пути можно будет решить эту проблему. Но на самом деле проблема очень важная, ее нужно добивать до конца и искать пути решения. Хорошо, мне подсказывают, что у нас остается очень мало времени, но очень важный вопрос о разумном лесопользовании, как теме недавно прошедшей в Усть-Куломе конференции. Удается ли вот сейчас наладить полноценный диалог с лесозаготовителями, что очень важно? Я вам могу сказать один пример. В прошлом году по Усть-Куломскому району у нас с ЛДК не было допонимания по партнерским отношениям, и мы совместно встречались с главой Усть-Куломского района, с Рубаном Сергеем Владимировичем, с Полшветкиным, министром природных ресурсов. И я присутствовал, я могу сказать, что вчетвером мы, когда сидели, представитель исполнительный директор ЛДК был, мы нашли общие языки, и, в принципе, вопрос был решен. Что касается ЛПК, то на сегодняшний день с каждым муниципальным образованием в ЛПК заключены партнерские соглашения, где они принимают активное участие в софинансировании, в помощи тем или иным районам, где они работают непосредственно. Что касается Луза-лес, на сегодняшний день по Луза-лесу идут также работы. Они, конечно, не сравнить с такими компаниями, как Мондиес ЛПК по объемам, да, но в любом случае очень крупное предприятие. Для нас самое главное, что это наше местное Луза-лес. Естественно, тоже ведутся работы. И те точки соприкосновения, которые происходят, они поднимаются на конференции. Думаю, сейчас у нас в ближайшее время будет на Ударе конференция, где в том числе и будут вопросы данные подняты. Там это тоже очень актуально. Уважаемые гости, коллеги, наверное, можно даже так сказать, завтра вы отправляетесь в Сысольский район. Удачи вам. Там что за тема будет? Сейчас я вам точно не могу сказать. У меня уезжает заместитель Конюхов Алексей Кимович. Он готовился к этой конференции, поэтому непосредственно он будет работать по Визинге. Ну, вся информация в любом случае доступна в сети интернет, равно как эфир нашего телеканала. Спасибо за то, что нашли время. Удачи вам и оставайтесь с телеканалом Юрган. Всего доброго.